А что это за нами, друзья? А за нами легендарная американо-мексиканская граница, которую ежегодно пересекает 350 миллионов человек. Правда, 500 тысяч из них в одну сторону, и, как вы понимаете, не совсем легально. Америка — страна мигрантов, и тут довольно бросается в глаза, что персонал обслуживающий часто говорит на английском хуже, чем вы. Не знаю, что это. Это действительно по-прежнему предоставление возможностей всем и каждому, либо же потребность в дешевой рабочей силе. Как бы то ни было, тут рушатся иногда судьбы или создаются новые судьбы. Кстати, в нашем цикле вы увидите интервью с Арсением Чокморовым, и вот он как раз-таки границу, правда не здесь, а чуточку далее, переходил, как в настоящих остросюжетных боевиках. Что ж, наш калифорнийский отрезок трипа сегодня посвятим славному городу Сан-Диего. Когда-то он даже оказался в рейтинге лучших городов для жизни в США. И неспроста, это довольно крупный город, 8-й по численности в Штатах, между прочим, и расположился он на самой границе с Мексикой. И именно оттуда, через границу, не совсем легально или совсем нелегально, буквально как в кино, пробрался Арсений Чокморов, с которым мы и поговорим о всех перипетиях его нелегкого путешествия. А также буквально одним глазком посмотрим на даунтаун, ощутим мощь военно-морских сил Соединенных Штатов и их авианосцев и классно прогуляемся по главной достопримечательности Сан-Диего — огромнейшему парку Бальбоа. Итак, друзья, вот мы находимся рядом с Арсением Чокморовым. Арсений, расскажите для начала, где мы находимся? Это даунтаун Сан-Диего, улица. Сейчас напротив US Bank. Город Сан-Диего. Да, Калифорния. Как давно вы здесь находитесь, Арсений? В Америке. В Америке. С 18 мая. Начиная с Аризоны. Ну а теперь, наверное, раскроем все карты и скажем так. Вы попали в Америку не совсем легальным образом. Верно. Расскажите, как это произошло? Все началось с поездки к родственникам в Киргизию, в Бишкек. Давайте с самого начала начнем. В 2017 году служил в армии, в российской, и мы служили в период выборов президента Российской Федерации. Мне представлялся образ военного совершенно не так, как это оказалось на самом деле. Нас заставляли голосовать конкретно за Владимира Владимировича, что мне очень не понравилось. У меня были терки со старшиной, с руководящим составом. И это по факту было нарушением конституционных прав гражданина Российской Федерации, что, естественно, меня возмутило. Я получил за это наказание, за то, что ослушался приказа старшины. И меня ставили в наряды вне очереди несколько дней подряд, отказывали в медицинской помощи. То есть, помимо этого, я видел полностью изнутри весь бардак в армии России, потому что я, так как разбираюсь в компьютерах, плюс-минус, сразу был определен в канцелярию роты и вел документооборот части. То есть все рапорты, все ведомости, мне говорили, какие оценки ставить за нормативы, кому, хотя их никто не сдавал. Мне говорили, какие сухпайки списанные отправлять, чтобы старшина продавал их на Авито потом. То есть бардак был ужасный. Я очень сильно разочаровался вообще в военных структурах, в госслужбе. И это был первый звоночек. Затем у меня было 2 года работы с федеральными каналами в России. Это Первый канал, основные федеральные каналы, где, естественно, все интервью, которые брались у тех или иных политических деятелей, экономистов, они подвергались цензуре. И все, что было с критикой власти, с каким-то недовольством, вырезалось, в конце концов попадало в эфир без этих частей, потому что я видел исходники и видел то, что потом смонтировано показывали по телевизору. И, естественно, это уже второй звоночек, который меня просто возмущал. И я следил долгое время за деятельностью Алексея Навального, ходил на митинги, выступал на одиночном пикете в своем городе. И у меня даже брали паспортные данные полицейские, отводили к машине. В связи с чем после, по-моему, как раз февраль-март 2022 года приняли закон о дискредитации российской армии, о фейках.
в связи с чем люди, которые повторно участвуют в антивоенных митингах, они могут быть признанными экстремистами, и сначала, по-моему, административка у них идет, и в конечном итоге могут довести до лишения свободы сроком до 15 лет. Мне эта перспектива, не очень нравилась, мягко говоря. А жить в этой стране больше не было сил. Это терпеть эту ложь с экранов, эту коррупцию, бюрократию. И было принято решение сменить страну и переехать в Штаты. Почему именно Штат? Я знаю английский язык, я смотрю американские фильмы. В принципе, меня радует, когда страна обеспечивает и защищает права и свободы граждан, а не наоборот. Думаю, поэтому я здесь. Итак, друзья, мы в Сан-Диего. За нами находится лот номер 1. Первый авианосец США Midway, спущенный, если не ошибаюсь, по-моему, в 1945 году, а в 1992 году превращенный в музей, довольно функционирующий. Я надеюсь, мы еще успеем попасть на борт этого авианосца. А вот прямо за мной находится прекрасная скульптурная композиция, символизирующая американского моряка Лена Макдафи, по-моему, и американскую же медсестру Эдит Шейн 14 августа 1945 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Вот эта знаменитейшая фотография под названием «Поцелуй» здесь превращена в статую. Ну что вам сказать, друзья, находимся мы в месте, которое в той или иной степени символизирует военно-морскую мощь Соединенных Штатов Америки. Не хочется уходить вот здесь, в данном конкретном моменте в политику, поэтому просто давайте посмотрим на музей, который сейчас себя представляет этот авианосец. Автором этой легендарной фотографии является Альфред Эйзенштадт. Родившийся в тогдашней Пруссии, он был призван воевать на фронта Первой мировой. Получив ранение, был отправлен домой. Альфред любил фотографию с детства и сделал ее своим делом до конца жизни. Среди его потрясающих работ есть снимки и Мэрилин Монро, и Кэтрин Хепберн, и Уинстона Черчилля. А до своей миграции в США в 1935 году он успел запечатлеть первую встречу Гитлера и Муссолини, а также сделать вот эту фотографию ненавистного Йозефа Геббельса. В 1945-м Альфред уже стал свидетелем тотального краха людоедских и человеконенавистнических амбиций этих ужасных людей, а также свидетелем радости союзников от их поражения. Может, и на наш век выпадет что-то подобное. Почему решились на столь, давайте назовем, необычный способ попадания в США? Альтернатив не было, на самом деле. Времени было в обрез, решение нужно было принимать быстро. И сразу из Киргизии я полетел через Турцию в Мексику, потому что в Мексике с россиянами безвизовый режим. Оттуда, из Канкуна, я полетел в Тихуану. Некоторое время пробыл там, поизучал вопрос, как сдаться на границе офицерам CBP, иммиграционным офицерам, и запросить убежище. В итоге было принято решение сделать это на границе с Аризоной, в Мехикали. Мы переходили в координатах, которые отправляли в чатах в Телеграме русские иммигранты, подобным образом, которые переходили. Мы нашли эти координаты и прибыли на место утром. Там нас встретили патрулирующие как раз миграционные офицеры и сначала посадили в такой как бы лагерь палаточный, это похоже на палаточный лагерь чем-то, где держали какое-то время и в конечном итоге определили в город Элой, это Аризона, под Фениксом. Там я пробыл 2 недели в карантине, затем в общем корпусе до 10 июня. Некоторых выпускали просто так, надевали браслеты на ноги, устанавливали приложение на телефон, чтобы отслеживать их геолокацию и перемещения все. У меня был залог. По какой-то причине, я не знаю, как это работает. Все говорят, что системы нет никакой, это просто рандом. У меня был залог 3000, который мы нашли с семьей способ оплатить. И я вышел, получается, в Аризоне и прилетел сразу в Лос-Анджелес, потому что здесь у меня был знакомый, который выступал поручителем. Собственно, поэтому я и в Калифорнии. Чем вы занимаетесь вот с того момента, когда вышли из этого фильтрационного лагеря? Подготовкой документов в основном, потому что очень много нужно собрать информации о предыдущей жизни, то есть подача самой формы на убежище,
Им нужна информация, включая, наверное, начальные классы со школы. То есть все о тебе нужно знать государству. И, в принципе, это нормально, потому что система должна знать, кого пускать в свою страну. И я не чувствую какой-то бюрократии сильно здесь. Слушайте, Арсений, вам не кажется, что это немножечко, такая довольно странная штука? То есть, когда в условной России или в условном Китае требует государство все о нас знать, мы говорим о нарушении прав и свобод. А тут вот как-то с удовольствием, вы даже как-то, да, я не против. Вот вы с чем это связываете? В чем эта разница? Почему там мы считаем это ущемлением наших прав и свобод, а здесь вы, с таким прям желанием хотите отдать государству всю информацию о вас? Я это воспринимаю очень легко, потому что в России это связано с целью контроля. Полного контроля, репрессий. Если ты... Им не важно конкретно, что ты делаешь, главное, чтобы ты не делал ничего против Кремля. Главное, чтобы ты был тихим, чтобы ты не выступал против действующей власти и сидел себе спокойно, работал, дальше жил и все. А здесь это делают с целью того, чтобы ты не был террористом, не был шпионом. И проверка именно с этим связана, потому что у меня на границе прямо прямым текстом спрашивали «Are you a spy?» И это сначала меня позабавило, но они просто делают свою работу, собирают информацию для защиты своих граждан. Итак, Сан-Диего, продолжение. Мы в парке Бальбоа. 490 гектаров прекрасных зеленых насаждений и вот такого целого, не знаю, мини-городочка на территории этого парка. Прекрасные образцы колониальной архитектуры, больше, наверное, испанской, безусловно, Касса де Бальбоа. Огромное количество прогуливающихся людей в форме, людей красивых, что тоже нам дает представление о том, что тут, наверное, все-таки гуляет более представительский класс. Вот. А так, в целом, Сан-Диего классный, теплый городочек, который и составляет вот эту прекрасную агломерацию Лос-Анджелеса. Говоря откровенно, если бы мы всерьез задались целью осмотреть все, что здесь есть, то надо было бы выделить на эту миссию как минимум неделю. Территория, которую занимает парк, была выделена под него в 1835-м, что делает его одним из самых старых в США публичных парков. Свое название он получил в честь испанского мореплавателя Васко Нуньеса де Бальбоа. В 1977-м сам парк и исторические здания, которые были выстроены в нем к выставке Панама, Калифорния и выставке Калифорния Pacific International, были объявлены достопримечательным кварталом национального значения. Большая часть зданий, которые его украшают, была выстроена в стиле испанского колониального возрождения, и именно на Эль-Прадо расположена большая часть парковых музеев и культурных центров. Даже если просто перечислить все, что есть в этом парке, не вдаваясь в детали, получится внушительный абзац. Здесь есть ботанический сад, японский сад дружбы, старый кактусовый сад, сад Альказар, австралийский сад, сад национальных растений Калифорнии, сад Касса дель Рей Моро, детский этноботанический сад Джорджа Вашингтона, пустынный сад, заповедник национальных растений каньонов Флориды, мемориальный розовый сад Иньес Гранд Паркер, сад Марстон Хаус, Пальмовый каньон, сад растений здоровья, мемориальный сад ветеранов и даже сад Зорро. Перечень музеев парка Бальбоа окажется вряд ли менее внушительным, нежели список садов. Здесь и аэрокосмический музей, и художественный, и музей автомобилей, и зал чемпионов, и музей естественной истории, и музей фотографии, и художественный музей Тимкин, музей ветеранов, мемориальная усадьба Джорджа Вашингтона Марстон Хаус, музей ныне живущих художников, музей... Ну а еще парк Бальбоа — излюбленное место для проведения свадебных церемоний. Мы сбились со счета, сколько их встретилось в этот субботний вечер на нашем пути. Такое вот любовное настроение. Как вы живете сейчас? Лучше, чем было. В принципе, по условиям я не вижу на улицах таких разбитых дорог, не вижу каких-то очередей из бабушек и дедушек, как я это видел в пятерочке за сахаром, как сейчас происходит. Я думаю, что хорошо, субъективно. Люди довольно часто и довольно много сравнивают Россию и Америку, вот это вот ощущение мессианства, ощущение великой цели, сверхдержавы, ядерное оружие и так далее. Понимаю, что вы пробовали тут недолго, но тем не менее. Вот в чем схожесть между
США и Российской Федерации? В чем различие? Можете сказать? Схожесть. Большие территории, большие возможности, большие ресурсы, человеческие ресурсы, природные. Различия в их управлении, конечно. То есть где-то, например, люди вкладывают деньги в реальный сектор экономики, в развитие социалки, а где-то их просто воруют. И воруют из поколения в поколение. Ну, в политическом плане я бы не стал, скажем, переизбираться 20 лет подряд. А здесь все-таки сменяемость власти имеется. И люди видят, что деньги доходят до мест, куда они их сдают на налоги. В России же это просто Единая Россия, Путин и все. Мне 23 года почти. Сколько я себя помню, в России был всегда Путин, Медведев, Единая Россия и все. Они еще с развала Союза как захватили власть. Я считаю, что они просто бандиты, жулики и воры. Это ОПГ. И я не один такой считаю таким образом. Но в основном такие люди сидят в тюрьме, конечно. Что для вас американская мечта? Свобода слова, обеспечение прав, хороший уровень жизни. Здесь можно жить так, как ты хочешь, и тебя никто не осудит за это, в отличие от России. Ты можешь делать, что хочешь, если это не нарушает свободу другого человека. Вам сейчас 23 года, вы так восторженно и вдохновенно говорите о США. В то же время чувствуется, что вы переживаете за Россию. А вы свое будущее, как молодой человек, связываете уже только с США, или вы видите какие-то возможные варианты того, чтобы в какой-то момент вернуться и поменять Россию? Я мечтаю о том, чтобы в России были перемены, и она стала свободнее, от власти бы ушли жулики и пришли люди, которые заботятся о своей стране. И когда это произойдет, я, безусловно, вернусь. Потому что сейчас этого точно нет. Сейчас против России получился весь мир, и заслуженно, потому что даже не против России, против российских правителей. Вины народа в том, что происходит сейчас на мировой арене, я считаю, что нет, потому что у них нет возможности противостоять этому злу. И когда сменится власть, когда придут люди, которые действительно будут заботиться о своих гражданах, тогда, я думаю, я об этом задумаюсь. О возврате к истокам, можно сказать, историческим. Насколько опасен был тот способ, который вы избрали для того, чтобы попасть в США? Потому что, как вы понимаете, огромное количество людей и из Российской Федерации, и из Центральноазиатского региона, сейчас стремительно, спешат в США. Многие решаются в том числе на нелегальные способы. В чем опасность этого пути? Опасность нарваться на картели, опасность нарваться на мексиканскую полицию, которая тоже не чиста на руку, потому что истории бывают разные. Люди иногда попадают в мексиканские тюрьмы, и их держат там абсолютно без денег, забирают все, что у них есть, и дальше они выкручиваются как могут. Я думаю, если соблюдать банальную технику безопасности перемещения по разным странам, то есть не ходить с богатыми часами, с украшениями, с какими-то, а быть обычным человеком визуально, тогда проблемы не будет. Важно просто иметь мозг и соблюдать здравый смысл. Идеальный исход для вас в той ситуации сейчас, в которой вы оказались? Конец войны. А для вас лично здесь, в США? Лично здесь, в США, получение политического убежища. Если на родине ситуация не изменится, то получение гражданства. Спасибо большое, Арсений. Желаем вам удачи. Спасибо вам. Вот такую историю рассказал нам Арсений. И вообще, за время нашего путешествия мы будем стараться как можно больше разговаривать с нашими. Как сложилась их судьба, благополучие, как они переехали и чем занимаются в Штатах. И поверьте, каждая история занимательна и интересна. Вот, например, в следующем выпуске мы встретимся с Асель Шарниязовой, организатором Asian World Film Festival. Посетим и сам фестиваль, и места в Лос-Анджелесе, так или иначе связанные с кинематографом, и его самым фабрикогрезным производителем – Hollywood.